У нас нет никаких амбиций и никаких претензий ни к одному политическому движению. Да? Сегодня очень многие рассуждают на тему того, что легитимны мы или нелегитимны мы. Есть у нас президиум правительства, абсолютно легитимный орган власти. Есть у нас парламент, абсолютно легитимная структура и необходимый институт чеченской власти. И есть кабинет министров, и есть Государственный комитет деоккупации. И все эти структуры, они абсолютно легитимны для продолжения борьбы, для деоккупации нашей страны. А в последующем, после деоккупации нашей страны, сегодня в президиуме находятся очень достойные люди. Сегодня в парламенте есть депутаты очень достойные, которые не отказались от тех обязанностей, которые они взяли на себя и продолжают оставаться теми, кем они есть. У нас есть старожилы, политики, которые стояли у истоков становления чеченского государства. Сулим Юнусов, Саид Хасан Абу Муслимов, этот же Аят Идигов. Это прислушиваться и к ним, и мы должны выстраивать свою стратегию и линию так, чтобы это все было направлено на объединение. Одна часть от нас требует, чтобы мы признали и заявили о том, что мы построим исламское государство, и мы будем отрубать головы и конечности. А другая часть от нас требует, что мы в обязательном порядке узаконим. Мы в этих двух крайностях, мы по этим двум крайностям, для нас эти две крайности для нас определили золотую середину, которая угодна Всевышнему и всем нормальным. Чтобы успешно развиваться и адаптироваться к быстро меняющим условиям, молодому чеченскому государству следует уделить внимание ряду ключевых факторов. Первое. Основы государства. Чеченская республика Ичкерия – многонациональное и многоконфессиональное правовое демократическое государство. В принятой в 1992 году Конституции заложены основы регулирования правовой, религиозной, политической и экономической системы государства. Современное представление о демократии зачастую ассоциируется с Западом. Впечатление создается так, будто это концепция, исходящая оттуда. Однако взгляд на историю чеченского народа демонстрирует, что демократические принципы уходят корнями в глубокое прошлое и являются неотъемлемой частью традиционного образа жизни. Далеко не все народы мира могут похвастаться такой уникальной исторической структурой, как у чеченцев в 16-18 веках. Государственное устройство базировалось на ассоциации тухумов, которые, в свою очередь, объединяли тейпы территориальной общины. Каждая из этих единиц имела свои модели самоуправления и автономию в решении внутренних вопросов. Центральным органом этой системы был Мехкечо, парламент. Он отражал волю народа, так как представителями в нем могут стать любой свободный чеченец. Процесс выборов в Мехкел олицетворялся демократический принцип, прослеживаемый от местных сходов до высшего совета страны. Что такое демократия, чеченская демократия, и что мы подразумеваем под этим? Чеченская демократия – это формирование власти, государственной власти на основе принципов «первый среди равных». У нас не будет тоталитарного режима, у нас не будет, и у нас этого никогда не было, народное правление. На самом деле, я это говорил и раньше, период правления Тайми Биболта, это показал свою состоятельность. И насколько мы продвинулись в достижении каких-то общественных, политических задач, которые ставились перед Мехкелом, перед Бачей Тайми Биболтом. Он на самом деле за свой короткий срок жизни и за свой короткий срок правления, в принципе, заставил Россию признать Чечню союзницей. Они его признавали союзником. То есть равноправие как в обществе, так и в других делах, оно является основой и демократии, и принципом. И сегодня я хочу четко, чтобы не было двойного толкования, когда мы говорим о Конституции 92 года и о Низам 2002 года. Мы всегда говорили и говорим, Низам 2002 года – это механизм, обеспечивающий правопреемственность власти, которые не были заложены в Конституции 92 года. А Конституция 92 года – это основа
основа чеченского государства, на котором мы базируемся и на котором мы будем развивать нашу историю. И следующее, нравится, не нравится, есть высший орган государственной власти, это Государственный комитет деоккупации. Я отдаю, абсолютно уважаю принципы и подход и президиума правительства, и парламента, и всех, кто просто трудится. Поэтому у нас нет никаких конфронтаций. Я это заявляю и миру, заявляю и чеченскому народу. Сегодня мы как никогда готовы, и мы сегодня готовимся к тому, что после деоккупации нашей страны нам не надо будет проводить эксперименты над нашим народом. У нас будет все расписано, и все, как часовой механизм будет работать эта система. И люди, для того, чтобы эта система работала, мы их сегодня готовим, и эти люди есть. Иншаллах, я верю, что мы в скором будущем вернемся домой, что те поколения, которые сегодня выросли здесь, они являются мощнейшим потенциалом нашего развития.